Здравствуйте, меня зовут Канаев Александр, ученик 9 класса МОБУ СОЖ номер 7. Тема доклада – изучение биологического метода утилизации полиэтиленовых отходов с помощью личинок восковой моли. В последнее время в мире происходит рост бытового мусора, сделанный из полиэтилена. Полиэтилен практически не разлагается в природе, кроме того, их нельзя сжигать, так как полиэтилен может иметь токсичные канцерогенные вещества. В связи с этим возникает проблема по утилизации мусора полиэтиленового производства. Нашей идеей является использование живых организмов в переработке отходов. Цель – изучить биологический метод утилизации полиэтиленовых отходов с помощью личинок восковой моли. Задача – изучить литературу, химический состав полиэтилена, изучить жизнедеятельность личинок восковой моли, наблюдение за личинками восковой моли и проведение опытов по утилизации полиэтилена. Объектом исследования является личинка восковой моли. Мы изучили строение личинки восковой моли. Личинка имеет 8 пар коротких ножек. До момента окукливания личинки 10 раз линяет. Организм личинки восковой моли способен вырабатывать активные биохимические элементы, специфические ферменты, благодаря которым она может питаться пчелиным воском. Полный цикл развития восковой моли в среднем продолжается 47 дней, включая 4 стадии. Яйцо 8 дней, личинка 30 дней, куколка 9-14 дней, взрослые насекомые и маго. На этом слайде показаны наблюдения за личинками восковой моли. Мы провели опыт по утилизации полиэтилена. Результаты исследования. Мы изучили, как гусеницы поедают полиэтилен, изучили химический состав полиэтилена. На этом слайде показано, как гусеницы поедают полиэтилен и взвешивание общего веса полиэтилена. Выводы. Из литературных данных мы выяснили, что полиэтилен – это сложное органическое соединение, которое перерабатывается сложным способом, которое не всегда можно осуществить без специального оборудования. Из литературных данных мы поняли, что полиэтилен не разлагается в природе, может иметь токсичные канцерогенные вещества, которые могут вызывать раковые заболевания у людей. В ходе опытов мы узнали, как развиваются личинки в домашних условиях. В результате исследований нами выявлен биологический метод утилизации бытового полиэтилена с помощью личинок восковой моли. Опытным путем мы выяснили, что 15 личинок за 30 часов могут перерабатывать 50 мг полиэтиленового пакета. Соответственно, весь пакет весом 2 грамма они могут съесть за 1,5 месяца. Благодарю за внимание.